В музее Золоман открылась фотовыставка известного фотохудожника Арвидаса Шеметеса «Квартира номер 9». Каждая фотография – это крик и шепот, боль и несломленная надежда. Здесь, в квартире номер 9, вы не просто увидите историю возвращения крымских татар на свою историческую родину, вы ее почувствуете. Это снято на улице Севастопольской. Начало где-то 2003-2002 год, наверное, это когда пеший ход со всех уголков Крыма шли мужчины 18 мая на центральную площадь, чтобы выразить не протест, а отдать дань памяти предкам своим, которые не смогли вернуться. В это время, пока мужчины шли, женщины в палатках сидели и ждали их на тех местах, где строились временные небольшие домики. Экспозиция, включающая 40 фоторабот, созданных Арвидасом в 1990-е годы и в начале 2000-х годов, стала глубоким погружением в историю возвращения крымско-татарского народа на свою историческую родину. Мне тема была близка, и я это все знал не столько о крымских татарах, сколько о своем народе. Потому что литовский народ тоже был депортирован. В объективе Шеметеса люди разных возрастов, с невыразимой усталостью на лицах, но с непоколебимой верой в глазах. Первые постройки на снимках стали символом надежды и фундаментом для будущей жизни на родной земле. Я работал в музее здесь, в Крымском краеведческом, тогда еще на Пушкина. Все эти фотографии репортажные. То есть во время в том или другом месте, в разных уголках Крыма были сняты эти события. Вы знаете, глаза крымских татар – это были глаза усталости и счастья. Счастье, что вернулись на свою землю, но усталости и трудности, вот этой трудной дороги назад домой. Потому что они тоже видели, что ковры никто не расстилал и никто не ждал здесь, в Крыму. Их были всякие трудности, эти трудности создавались. Название экспозиции «Квартира номер 9» пришло к автору под впечатлением от рассказа Шамиля Алядина, что добавляет особую глубину повествованию. Под впечатлением произведения Шамиля Алядина «Я твой Бог, я твой царь», в которой говорится о том, как уже в октябре месяце офицер крымский татарин вернулся домой, хотел зайти в свою квартиру под номером 9, но там в этой квартире уже жил другой человек, другая семья, по звонку которой этой семьи его арестовали и тоже выслали в Среднюю Азию. Как и других крымских татар военных, которые вернулись на родину, но, увы, тоже не знали, что здесь уже крымских татар нету, как полгода, как их нету. Гости выставки были под глубоким впечатлением от увиденных фото. Многие вспоминали свое детство, а некоторые и вовсе узнали своих предков на этих фотографиях и не могли сдержать слез. Yüreğim tutuldu vallahi. Şimdi o kadar heyecan dolu ki aytıp olamam. Rahmetli babamın da kurmeni içti. Aklıma bile gelmez edi. Bu fotoğrafın ne sebebi bilmiyorum. Fotoğrafını içti көрмедім evvel. Bu fotoresimlerini көріп, мен 90-cı yılları olған bu 18 Mayıs mitinglerini hatırlayayım. Babamın omuzlarında da ifak bala olup katnağanlarımı hatırlayayım. Bu gibi sergige, illaki bu sergige balalarımızı da getirmek gerekmez. Onlar da korsınlar, yani bizim ana babalarımız, onların bitaları, karbabaları nasıl yoldan geçtiler, nasıl vaziyette yaşagan ediler, bunu mutlak onlar da bilmek gerekler деп düşünüyorum. Это такая летопись, которая очень важна для нашего народа, для наших будущих детей, внуков, которые должны знать историю и должны гордиться нашим народом, осознавая, через что пришлось пройти нашим предкам для того, чтобы мы вернулись на свою родную родину. Bu fotoresimler tariximizin levhaları, pek ağır levhaları, halkımızın ne kadar ağır bir yoldan geçkenini isbatlay, gösteriyor. Şimdi vazifemiz kimligimizni saklamak, tilimizni saklamak. Выставка «Квартира номер 9» продлится месяц в музее Золоман. Не упустите возможность стать частью этой мощной исторической памяти и прикоснуться к живой истории.